Прошу садиться. Я хочу в начале нашего заседания сделать замечание работникам нашего аппарата за то, что видеосъемка дала сбои, поэтому была небольшая задержка. Уважаемые участники заседания, заседание Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики объявляется открытым. Заседание Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики будет проводиться на официальном языке. В связи с ходатайством обращающейся стороны о проведении Конституционного судопроизводства на официальном языке и ввиду отсутствия возражения представителя Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики. На заседании Конституционной палаты рассматривается дело по обращению Гульджигитова Жанатбека Нурдиновича о проверке конституционности части 1 статьи 49 Кодекса Кыргызской Республики о детях. Заседание Конституционной палаты проводится в составе председательствующего Дуйшеева, судей Бабукеевой, Джумабаева, Касымалиева, Кадырбаева, Воскомбаева, Саалаева, Шаршиналиева. При секретаре судебного заседания Жолгокбаевой. Салима Айтбаевна, доложите о присутствии вызванных участников заседания. На сегодняшнем судебном заседании присутствует с обращающейся стороны Гульджигитов Жанатбек Нурдинович. Прошу встать. Со стороны ответчика представители Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики Бейшембек кызы Камила, Болджурова Света Садыковна. Других вызванных участников судебного заседания не было. Садитесь, пожалуйста. Документы. Уважаемый Жанатбек Нурдинович, пройдите, пожалуйста, к трибуне, представьте информацию о себе, фамилия, имя, отчество, дату и место рождения, место жительства и место работы. Гульджигитов Жанатбек Нурдинович, 01-12-1997 год, место фактического проживания, город Бишкек, улица Табышалиева, дом 3, квартира 27. Место работы, адвокатский кабинет. Место рождения вы указали? 01-12-1997. Место рождения. Город Бишкек. Спасибо. Присаживайтесь. Бейшембек кызы Камила, пожалуйста, пройдите к трибуне. Представьте информацию о себе. Бейшембек кызы Камила, фактический адрес проживания Молодая, город Бишкек, Молодая. Дата рождения 27 мая 1982 года. Место работы Жогорку Кеңеш. Должность заведующая сектором отдела комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кеңеша. Спасибо, присаживайтесь. Света Садыковна, пожалуйста, пройдите к трибуне. Болджурова Света Садыковна, 1969 года, 4 июня. Проживаю в город Бишкек, работаю в Жогорку Кеңеш, юридический отдел, эксперт юридического отдела. Эксперт? Эксперт. Спасибо, присаживайтесь. Уважаемые судьи, ознакомились с документами. Есть вопросы по данным документам? Нет? Нету? Уважаемый Жанатбек Нурдинович, Бейшембек кызы Камила, Света Садыковна, встаньте, пожалуйста. Вам будут разъяснены ваши права и обязанности. В соответствии со статьей 32 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики вы имеете право знакомиться с материалами дела, производить из них выписки, снимать копии, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе процесса вопросам, выступать заключительной речью. Также имеете право заявлять ходатайство, давать устные и письменные объяснения судьям, высказывать свое мнение по заявленным ходатайствам. Обращающаяся сторона имеет право изменить основание или предмет требований, увеличить или уменьшить их объем, отказаться от требований. Сторона-ответчик вправе признать их полностью или частично, либо возражать против них. Каждая сторона вправе представлять доказательства и доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основание своих требований и возражений. Вы обязаны добросовестно пользоваться своими правами. Сообщение суду заведомо ложных сведений расценивается как неуважение к Конституционной палате и ведет
и влечет ответственность по закону. Также в соответствии со статьей 36 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики вы вправе заявлять отвод судье или судьям. Уважаемый Джанатбек Нурдинович, Бейшенбек кызы Камилова, Света Садыковна, вам ясны ваши права и обязанности? Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судей? И дополнительные ходатайства? Так, вам ясны ваши права и обязанности? У вас что, микрофон не работает? Да, не работает. Да. Нет, да. Джанатбек Нурдинович, вам ясны ваши права и обязанности? Да, ясны. Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судей? Отводов не имеется. Дополнительных ходатайства? Ходатайств не имеется. Так, присаживайтесь. Бейшенбек кызы Камилова, представители стороны ответчика. Вам ясны ваши права и обязанности? Да, ясно. Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судей? Нет. Ходатайства дополнительные? Нет. Присаживайтесь, пожалуйста. Уважаемые участники заседания, уважаемые судьи, я хотел зачитать заявление нашего судьи о самоотводе от судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики Латыпа Пазыловича Джумабаева. Занимая должность постоянного представителя президента Кыргызской Республики в Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики, письменно заявил свою позицию по делу Гульджигитова Джанатбека Нурдиновича. Поэтому на основании пункта 3 части 1 статьи 36 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики заявляю самоотвод. Подпись Джумабаев. Уважаемые стороны, Джанатбек Нурдинович, ваше мнение об этом заявлении о самоотводе? На усмотрение суда, уважаемый представитель. Присаживайтесь. Так, уважаемые стороны ответчики, ваше мнение. Микрофон. На усмотрение суда у меня теперь заработает. Так, ваше мнение. А вот, На усмотрение суда. вот же работает микрофон. Так, уважаемые участники судебного заседания, суд удаляется в совещательную комнату для разрешения заявления о самоотводе судьи Джумабаева Латыпа Пазыловича. Прошу всех встать. Оглашается определение Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики о рассмотрении ходатайства судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики Джумабаева Латыпа Пазыловича о самоотводе по делу о проверке конституционности части 1 статьи 49 Кодекса Кыргызской Республики о детях в связи с обращением Гульджигитова Джанатбека Нурдиновича. 18 июня 2020 года, город Бишкек. Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики в составе председательствующего Дуйшеева, судьи Бобукеева, Касымалиева, Кадырбаева, Ускумбаева, Саалаева, Шашиналиева
пресс-секретаря Жолгопаева, рассмотрев ходатайство о самоотводе судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики Джумабаева, установила: в ходе рассмотрения дела поступило ходатайство судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики Джумабаева о самоотводе. Джумабаев Латык Пазылович в ходатайстве отмечает, что, работая в должности постоянного представителя президента Кыргызской Республики в Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики, в процессе подготовки данного дела к рассмотрению уже выразил в письменной форме свою позицию по предмету рассматриваемого дела. Согласно пункту 3 части 1 статьи 36 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики, судья Конституционной палаты обязан заявить самоотвод на любом этапе конституционного судопроизводства в случае, если имеются веские обстоятельства, которые могут повлиять на его непредвзятость и беспристрастность. В связи с чем судьей Джумабаевым был заявлен самоотвод. Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики, выслушав мнение сторон, обсудив доводы судьи Джумабаева, пришла к следующему выводу. Согласно абзацу 2 части 2 статьи 36 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики, не допускается самоотвод судьи, если это приведет к нарушению кворума для рассмотрения дела, о чем Конституционная палата выносит определение. На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 36, 46, 47, 48, 51 Конституционного закона о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики, Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики определила: первое, отказать в удовлетворении ходатайства судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики Джумабаева Латыпа Пазыловича. Второе, настоящее определение Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики вступает в силу с момента подписания и обжалованию не подлежит. Так, прошу присаживаться.